Вы смотрите «Своих не бросаем». О подвигах современных героев, о тех, кто приближает победу в тылу. С вами ветеран боевых действий, участник СВО Артур Галеев. И военкор, волонтер Юлия Краснова. Сегодня у нас в гостях командир отделения тяги артиллерийской батареи имени Алексея Сухорукова, мотострелкового полка Башкортостан Руслан Асадуллин. Здравствуйте. Добрый вечер. Руслан, у вас очень сложная должность. В чем ее суть? Суть моей должности заключается в том, что мы отделение тяги, мы относимся не к боевому расчету, мы занимаемся больше поставкой всего, того, что нужно, боеприпасов, провианта. Мы вывозим военнослужащих на отдых, на ротацию. То есть, грубо говоря, вся тяжелая техника, тягачи, все это наша задача. А также еще дозаряжаете, да, это боевую обязательно, машину? Да. У меня в отделении служат водители заряжающие, которые помимо того, что доставляют боеприпасы для БМ-21, это в простонародье называется «Град», орудие такое. Вот, и водители также при помощи боевых расчетов все вместе заряжают эти орудия. А вот это вот как раз и есть работа боевой машины «Град». Да. Впечатляет. Ну, на самом деле это достаточно опасное орудие, и для врага это орудие является одним из самых примечательных, они очень сильно охотятся. Руслан, а где это было? Это Краснолиманское направление, там, где как раз-таки базируется, работает мотострелковый полк Башкортостан. Мы на этом направлении уже находимся с 2023 года. Вот, и, в общем-то, позиции не меняем, продвигаемся только вперед, вперед, вперед. Вот, наши орудия помогают продвигаться пехоте, штурмовым подразделениям, ну и вообще работать в тылу врага. Что-то где-то, если резко нужно заглушить, перебить какую-то поставку. Также враг ведь точно так же подтягивает и резервы, и какие-то запасы к передовой. И вот наша батарея занимается тем, что не дает это сделать врагу. В вашей работе каждая секунда на счету. Определенно, что действия огневиков, что действия отделений тяги требуют огромной точности. Потому что враг не спит, с воздуха атаки очень часты. Орудие, если выстреливает наше орудие, его нужно сразу же замаскировать, убрать, чтобы это орудие не было видно, потому что, опять же, вычисляют, опять же, контрбатарейная борьба, что с нашей стороны, что со стороны противника. Это все работает. Мы сейчас в современном мире живем, сейчас и цифровые технологии, и все, поэтому нужно все делать очень быстро. Также подвоз, когда идет, те же дроны, они не отдыхают, и операторы дронов не спят со стороны противника, поэтому нужно делать максимально быстро и быстро, как говорится, прятать, доставлять и уезжать. Ничего себе, просто в Красном Лимане при штурме города Красный Лиман 23 мая 2022 году я вот его штурмовал, к сожалению, потерял руку, но спас своих сослуживцев. Это большой шаг. За что и был награжден орденом Мужества. И мы гордимся. Это достаточно серьезный орден, ну, за не менее серьезный поступок. Это самопожертвование, это в первую очередь личные качества человека, ежели служебные, даже я себя так считаю. Большое спасибо. А насколько вот быстро в географическом плане удается продвигаться вперед? Что это такое наступательное действие? На самом деле, для людей, которые мало знакомы с военной службой, с войной, скажем так, да, для них считается то, что вот многие критикуют, вот что такое, почему не километр взяли, например, да, ну что это такое, там 5-10 метров. На самом деле на фронте каждый метр важен. И за каждый метр идет очень плотная борьба. Если обратить внимание, у нас фронт огромное количество километров в длину. И то, что продвигается подразделение, метр, два, три прошло в день, это уже очень большие и хорошие показатели. И это на самом деле так. Руслан, а вот и ваши фотографии, где как раз-таки приехали наши коллеги с БСТ. Да, как раз-таки вот спецкор Назата Садреева знаем очень хорошо. Рафик Ахмедшин тоже как бы... Очень часто видимся на самом деле, и эти ребята уже сами не раз попадали и в передряги на съемках, когда как бы они достаточно в таких местах интересных снимают. От нас тоже к ним огромное уважение, как от военных, потому что освещать то, что делается там, нужно и важно, потому что вот я не раз говорил, сейчас силами ребят, которые работают как раз на нашем направлении, на всех остальных, силами этих ребят пишется сейчас новая история нашей страны. Мы гордимся нашими коллегами, они действительно большие молодцы. Это и опасно, и очень важно. А вот на этой фотографии вы с Ради Фаритовичем Хабировым, главой Республики Башкортостан. Это было на окончании нашего слаживания в Рощинском, когда мы только-только убывали туда. Он приехал, 2 раза он приезжал, прибывал, по-моему, да, 2 раза был он.
И на этот раз он как раз приезжал нас провожать. Было торжественное построение. Полк убывал уже из слаживания в зону специальной военной операции. Он приехал красиво. Там и плов приехал, ну, то есть и кухня. У нас была не просто обычная солдатская пища, а было что-то вкусное, интересное. Очень хорошие слова сказаны были. Ну, многим на самом деле запали в душу. Все-таки хорошо и сильно, когда глава Республики Башкортостан сам приезжает к ребятам, чтобы поддержать. Чувствуете эту поддержку наверняка там за Это ленточкой? абсолютно. Это на самом деле чувствуется, что ребята не просто их отправили, а то, что ребята не забыты. И до последнего. Кстати, Ради Фаритович не раз приезжал и туда, в зону специальной операции, и награждал ребята и медалями Шеймуратова. Это на самом деле хороший и большой звонок от республики. Солдат, ему нужна поддержка. Больше не материальная, там, не зарплата, ничего такое. Главное знать морально то, что тебя дома ждут, то, что республика тебя помнит. И это на самом деле важно. Хочу добавить от себя, в тот день, когда мотострелковый полк Башкортостана отправлялся в зону специальной военной операции, я был как раз-таки с делегацией главой республики. Я вас помню. Да, глава республики на плацу подошел к каждому подразделению и спросил у всех, есть ли какие-то проблемы и чем можно помочь. И подходили, конечно же, бойцы и говорили о своих проблемах. Я больше скажу, что глава республики Ради Фаритович Хабиров, что его советник по вопросам взаимодействия с военнослужащими Камалетдинов, они многих, не всех, конечно, но многих бойцов знают даже по позывным. То есть вот до такой степени он вовлечен в это все. Поэтому это огромное уважение с нашей стороны, опять же. А вот на этой фотографии вы в деревне Штеровка на месте гибели нашего легендарного генерала Минигали Шеймуратова вместе с министром культуры Аминой Шафиковой. Это вообще был знаковый день, потому что в тот день в Красный Луч, это буквально 30 километров оттуда, туда прибывал из Уфы ансамбль Фаизи Гаскаровой, давал там огромный концерт. Там до такой степени был концерт классный, что показалось, я вот и ребятам говорил, то, что зал стал большинство башкирами в течение этого концерта. Ну, потому что, во-первых, дали энергетику, показали бойцам, что такое, бойцы вспомнили свою республику. И как раз на следующий день мы поехали в Штеровку. Там место гибели Минигали Шеймуратова. И кто приезжает туда, не обязательно военнослужащие, а кто бывает в тех краях, многие посещают, потому что, ну, я, насколько помню, Ради Хабиров, по-моему, открывал этот бюст. Ради Фаритович, да. Да, и там еще можно немножечко по лестнике спуститься, и там вот именно само место гибели. Там на скале высечено это все. Здесь погиб генерал Минигали Шеймуратов. Это очень сильное место. Спасибо главе Красного Луча и, скажем так, начальству тех районов, то, что они это место облагородили, помогают как бы и поддерживают. Это очень даже хорошо. Место силы Республики Башкортостан там, на Донбассе. Руслан, перейдем к мирной жизни. Вы родились и выросли в Уфе. Да. А чем занимались до специальной военной операции? До специальной военной операции также служил по контракту какое-то время. А потом, после службы по контракту, немножко был вашим коллегой. Работал на радио в Уфе. Потом, когда пришел момент, и у меня мой родственник, мой дядя, собрался ехать, уже был давно на пенсии, но собрался ехать на СВО. Как раз таки вот мы вместе с ним и поехали на слаживание в Рощинский. Так мы вместе и попали в строй полка Башкортостан. Вместе служите? Ну, в соседних подразделениях, но в одном полку. А видитесь часто? Ну, бывает. Бывает. Ну, часто видеться там тоже не получается. Подразделения немножко в разных точках стоят. Приятно же, Но когда стараемся. родные люди. Конечно, как говорится, как дом побывать. Да и ведь весь полк Башкортостан – это как родные люди. В Рощинском мы друг на друга смотрели и думали, так, как бы кого бы здесь запомнить. А сейчас уже мы большинство друг друга знаем в лицо. Все правильно. Из Башкортостана в зону специальной военной операции отправилось больше 150 гуманитарных конвоев. Да. Вы эту поддержку ощущаете там? Ну, каждое подразделение эту поддержку ощущает. Потому что, ну, это глобально. Я больше скажу, практически ни один из полков такую поддержку не чувствует, как полк Башкортостан. Потому что у нас даже элементарно уехать в отпуск, каждый раз туда и обратно дают автобусы. Огромные, вот этой Терра-Башкирии, огромные автобусы ездят, беленькие. Комфортабельные, да, наверняка. туристические. Вот. И вот эти автобусы выделяются, и ребята бесплатно не покупают ни на самолеты, ни на поезда билеты, а просто едут. И вот на Уфа-арене встречаются каждый раз, вот в новостях пишется, отправили, встретили. И точно так же с гумконвоями привозят и технику, и средства рэп. На самом деле это очень большая помощь. Это очень здорово. Руслан, гуманитарная помощь, вот вы сказали, что до вас доходит. А башкирский мед или баурсак вы получали? Вот как раз-таки в этом и соблюдается самобытность нашего полка Башкортостан, потому что ни один полк
опять же, повторюсь, такие вещи не получает. И мы очень часто делимся с ребятами, с соседями, кто этого не знает, вот, например, башкирский чай какой-то интересный, собранный здесь руками наших вот бабушек, кто присылает гуманитарной помощи, чак-чак. Многие ведь не знают, что это такое даже на самом деле. Башкирский мед многие мечтают попробовать, потому что он на весь мир известный, но мы тихонечко вот угощаем своих. И ребят, которые, например, из соседних полков, с тех же уральских, челябинские, товские. Ну, вернемся к СВО. Батарея имени Алексея Сухорукова. Какие ребята там служат? Вы знаете, нас шуточно называют Стерлибат. Стерлибат, потому что у нас батарея состоит на 80% из ребят из Стерлитамака. Вот наш командир, он достаточно известный человек в Башкирии, достаточно хороший офицер, позывной боксер. Он родом из Стерлитамака. Он, в общем-то, создал эту батарею и дал направление тому, чем мы сейчас работаем, почему на передовых позициях как раз стоит наша батарея, потому что есть по полочкам разложены обязанности, и все достаточно понятно и доступно. И ребята поэтому собираются те, кто хотят именно работать, которые четко-четко все делают. У нас есть даже свой шеврон. Руслан, а командира мы вашего видели 9 мая на параде в Уфе. Да, он возглавлял парадный расчет как раз-таки участников СВО. Для нас это было очень гордо, как для его подчиненных. Но мы очень горды, что мы служим в этой батарее с этим командиром. Вообще, почему артиллерийская батарея имени Сухорукова? Алексей Сухоруков там сам точно так же был родом из Стерлитамакского уезда, если копнуть немножко в историю. Вот. И точно так же сейчас наша батарея. У нас из уфимских, процентов, может быть, 10 там служит. Вот у нас маленькая горстка людей. Остальные все стерлитамакские. Но ничего, нормально дружим с ребятами, общаемся. Руслан, у вас на груди медали. Медаль участника специальной военной операции, медаль участника парада, медаль за ратную доблесть, медаль за отвагу Донецкой Народной Республики, медаль Минигали Шаймуратова. Что для вас эти награды? Очень мало мы думаем, честно говоря, о наградах. Дают для нас это приятно, это как признание, значит, начальство у нас, командование нас замечает. Медаль Шаймуратова – это отдельная медаль. Мы с удовольствием ее получаем, и нам приятно ее носить гордо. Не во всех регионах есть свои медали, и мало где так вот отмечают своих военнослужащих. Руслан, а расскажите, какие у вас планы на будущее? Ближайший план – это, конечно же, закончить все-таки специальную военную операцию, чтобы прийти с победой, и чтобы наконец-то все мы были снова вместе. Вот. Мои лично планы вернуться, наверное, к вам поближе в СМИ. Будем работать. Будем вас ждать. И надеюсь, что станем коллегами. С удовольствием. И будем ждать всех с победой. Спасибо, что пришли. Берегите себя, передавайте нашим коллегам привет. Победа обязательно будет за нами. Спасибо большое. Спасибо за то, что пригласили. Спасибо. А мы напоминаем, что сегодня у нас в гостях был командир отделения тяги артиллерийской батареи имени Алексея Сухорукова. Мотострелкового полка Башкортостан Руслан Асадолин. Увидимся через неделю. Победа будет за нами.